Слово для поздравления от имени блогерского сообщества нашей республики предоставляется председателю Якутского регионального отделения общества Россия и Япония, члену Общественной палаты республики 4-го созыва, известному блогеру Николаю Андреевичу Барамыгину. Присоединяясь ко всем поздравлениям и пожеланиям предыдущих выступавших, желаю самое главное Клименту Егоровичу и его супруге, его близким счастья, благополучия и крепкого здоровья. Самое главное здоровье в наше трудное ковидное время. И я хотел бы просто начать с того, что Климент Егорович вместе с Михаилом Ефимовичем Николаевым сыграли огромную роль в моей судьбе. Климент Егорович Иванов стоял у истоков прямых внешнеэкономических связей Республики Саха-Якутия. И я познакомился с ним в начале 1991 года, когда Совет министров Якутской Саха-ССР выступил одним из учредителей Внешнеэкономической ассоциации Саха-Японского сотрудничества АСЯС. Хотелось бы отметить участие Климента Егоровича Иванова в составе делегации во главе с министром нефтегазовой промышленности Виктором Черномырдиным в Японию в августе 1991 года для обсуждения проекта «Восток» – строительство магистрального газопровода от месторождений Якутии до иностранных государств, в частности, до Японии. И в ходе этого визита Климент Егорович провел также встречи с госпожой Хироко Карата, президентом фирмы «Арда» и председателем Ассоциации японо-советской торговли господином Тецуо Сато по созданию совместного предприятия по алмазогранильному производству. Как вы хорошо знаете, в 1992 году первый бриллиант был огранен на совместном предприятии Saha Japan Diamond в селе Сунтар японским мастером господином Ватанабе. И как сказал президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, 90-е годы развал СССР – это была крупнейшая геополитическая катастрофа. И в это трудное время Климент Егорович Иванов был в рядах основателей новой республики Саха-Якутия. Климент Егорович и в настоящее время активно продолжает делиться опытом с подрастающим поколением. Как в своих выступлениях многие отмечали, и самое главное, глава республики Айсен Сергеевич тоже отметил, что постоянно следит за выступлениями Климента Егоровича. И дает отпор фальсификаторам истории, принижающим поступательное развитие республики Саха-Якутия в те тяжелейшие 90-е годы. И я рад, что могу сказать про себя, что я соратник Климента Егоровича Иванова, и сейчас, спустя 30 лет после начала совместной работы, с 2017 года Климент Егорович публикует свои статьи, посты в моем дневнике, в дневниках ЯКТРУ. Опубликовано более 45 статей, некоторые из которых набрали более 10 тысяч просмотров. И некоторые его публикации набирают свыше 500 комментов. То есть они вызывают очень большой интерес у публики, у населения республики, которое активно выражает свое согласие, несогласие с мнением Климента Егоровича. И также Климент Егорович активно публикуется на моем сайте Nikbara.ru и в моем канале видеохостинге YouTube. И самое главное, я хотел бы отметить, что Климент Егорович стал активным пользователем социальной сети Facebook, имеет более 2000 подписчиков. Его публикации набирают большой резонанс. Недавно мы в Общественной палате Республики Саха-Якутия провели ряд занятий школы блогеров, где мы пригласили видных журналистов республики. Это Виталий Обедин, Айталина Никифорова.
вот, на которых они выступали по состоянию блогерства в целом, о разнице между журналистикой и блогерством в наше время, и в том числе оценивали работу Общественной палаты. Вот, и как пример для членов Общественной палаты, вот Айталина Никифорова, вот сайт Тайга-Пост, она привела публикации Климента Егоровича Иванова. Вот, она сказала, что вот искренность публикаций Климента Егоровича Иванова, то, что он выражает свое личное мнение, да, и не боится высказывать свое вот личное мнение, это очень хороший, положительный пример для блогеров. Вот, уважаемый Климент Егорович, вы являетесь ярким примером для всех жителей Республики Саха-Якутия. И вот на вашем примере я призываю представителей старшего поколения, общественников Республики Саха-Якутия брать пример вот от вас, Климент Егорович, и активно осваивать просторы интернета и стать активными пользователями социальных сетей, чтобы иметь возможность, так же как вы, свободно суметь передавать свои взгляды подрастающему поколению, всему населению и, самое главное, руководству республики и депутатам. Спасибо.